Под руководством председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко в Верхней Палате парламента состоялась встреча сенаторов с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. В ней принял участие и сенатор от Республики Микаил Илезов. Он обратился к министру с вопросом о результатах внедрения новых моделей социально-экономического развития регионов Северного Кавказа. Это 5 прорывных проектов от каждого субъекта. Руководитель федерального ведомства детально рассказал о достигнутых успехах, дальнейших перспективах и ключевых проблемах по округу. Уважаемый Максим Геннадьевич, в конце 2021 года правительство России утвердило новую модель социально-экономического развития регионов Северного Кавказа. В них вошли по 5 прерывных проектов от каждого субъекта, призванных стать локомотивами динамичного развития территорий. По прошествии 3 лет справедливо будет сказать, что ожидания от разработки новых моделей оправдались. Какие результаты можно привести в качестве примера? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. У нас недавно прошел Кавказский инвестиционный форум, и была большая правительственная комиссия под руководством председателя правительства. Действительно, были хорошие стенды, были представлены эти результаты. Там достаточно много инвестиционных проектов. Это инвестиционные проекты и, понятно, в сфере туризма. Это инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, переработки продукции, промышленности, есть и вопросы там в ГОКах и так далее. Обновилась качественная инфраструктура Северного Кавказа, но речь идет в первую очередь об аэродромной инфраструктуре, там все везде либо достраиваются, либо уже введены новые терминалы, где-то там реконструкция взлетных полос еще запланирована, но все это обеспечено деньгами, то есть это прям вот. При этом там есть, с моей точки зрения, даже там, если сосредотачиваться не сколько на сделанном, сколько на вызовах, потому что мы много сделали, но стало понятно, что дальше нам нужны абсолютно новые решения. Из таких решений я бы темой номер 1 отметил развитие электроэнергетики, потому что мы на Кавказе подошли к пределу и даже, в общем, я бы сказал, вышли за предел возможностей электроэнергетики. Там все, по сути, сети работают с перегрузкой. А вот любая попытка построить что-то маломальски значимое требует тех присоединений, стоимость тех присоединений. В общем, энергетики туда закладывают всю реконструкцию питающих центров, строительство новых линий и так далее. Мы на примере Каспийского кластера столкнулись с тем, что на стоимость туристического Каспийского кластера и рядом, по сути, Каикента, там место есть под большой детский лагерь, нам нужно построить линию электропередач, вторую вдоль всего побережья. То есть от Махачкалы по факту до Дербента протянуть. Потому что без этого никакого развития ни Дербента, ничего не будет. И мы сейчас в ходе комиссии поставили всерьез вопрос о том, что, наверное, нам нужен механизм поддержки развития инфраструктуры Кавказа с единого энергорынка. Потому что все ключевые объекты и развитие Дальнего Востока и так далее никогда не идет за счет потребителей того региона, который планируется развивать, потому что их там, как правило, нет. Поэтому все-таки страна целиком финансирует какие-то проекты, и потом новые потребители начинают участвовать также во всем энергорынке. Это тема номер 1. И нам очень важно, вторая, для меня по приоритетности темы, это, конечно, завершить эффективно по ЖКХ проекты, которые мы там ведем, потому что это действительно проекты, которых в масштабах страны, наверное, не было. Я имею в виду Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, как раз по налаживанию вопросов с платежами, по решению вопросов начислений, бездоговорное потребление, прямо скажем, воровство и так далее. Практика создания ГУПов и концентрации там всех объектов тепловодоснабжения, водоотведения, она себя показала эффективным. Я не знаю, коллеги, наверное, от Дагестана, от Северной Осетии подтвердят. Сформированы мощнейшие структуры, по 3000 работающих, свои базы, новая техника, которые реально начались ремонты, чего там десятки лет зачастую не было и так далее. Нам очень важно сейчас и вопросы с тарифами дальше довести по той траектории, как планировалось, и действительно уже и в энергетике с платежами навести порядок, потому что у нас по Дагестану сейчас 50% потерь. Часть из них это воровство, часть из них это реально технологические потери, которые тоже выше, чем есть в стране. В общем, вопросы энергетика и ЖКХ, как нам кажется, если мы их преодолеем, то это прям будет веревка с ног упадет, и Кавказ дальше пойдет развиваться. При этом там есть и хорошие транспортные проекты, мы сейчас обсуждаем железнодорожный проект. Понятно, он очень дорогой пока получается, и в текущей ситуации, учитывая инвестку РЖД, это сделать пока
нам не просто будет, да, но мы его тем не менее готовим, восстановление вот этой вот связки с Чечни в Дагестан, вот, ну, чтобы сквозной проезд был, вернее, не с Чечни, в Дагестан, в другую сторону, как бы, да, чтобы там был сквозной проезд до Слепцовской. Вот, все эти проекты тоже обсуждаются, и мне кажется, климат на Кавказе изменился с точки зрения именно инвестиционного доверия, готовности людей работать. И, конечно, Кавказ у нас показывает, ну, самый такой хороший темпы роста, ну, туризм и так далее. Я, коллеги, извините, много могу говорить, потому что Кавказом сам занимаюсь, и мне очень там нравится, как бы, и действительно, и проекты, которые мы реализуем, и отдачи, которые там есть, и сложность тех проектов, которые приходится решать, но они, правда, интересные, и люди, которые там, конечно, такая энергия и пассионарность очень сильная.